Прекратить торговлю на крови, не проводить выборы на неподконтрольной Украине территории, продлить мораторий на продажу земли и прекратить тарифный геноцид. Украинские националисты объединились, чтобы пройти маршем достоинства по Киеву и выдвинуть ультиматум власти. Как это было, видел Роман Спиридонов. Слева свобода, в центре правый сектор. Националисты объединились на марше достоинства. Націоналісти на зло всім нашим ворогам не сваряться між собою, а єдиним фронтом виступають проти ворогів України. Ми сьогодні фактично накреслимо червону лінію для влади, через яку вони не повинні переходити. В день третьей годовщины бегства из страны Виктора Януковича они идут маршрутом героев Небесной Сотни. За нами правда! За нами сила! По Институтской, через Крепостной переулок, на Грушевского, мимо портретов погибших на Майдане. Украина! Украина! Возле поворота на Банковую остановка. Проход к администрации президента перекрыт нацгвардейцами. Здесь импровизированное представление для Петра Порошенко. Ему подарили большую конфету и билет в российский Липецк. Ми вам даруємо ці два презенти і сподіваємось, що солодке життя вас чекає там. Вместе со всеми в колонне идет крымчанин Ахмед Адакулиев. В 2014 году он приехал на Майдан и остался. Хирург по профессии, воевал на Востоке, под счастьем. На шествие националистов взял с собой дочку. Потому что мы хотим лучшей жизни, я хочу, чтобы мой ребенок рос, жил и не боялся ничего. Участники марша занимают всю площадь перед Верховной Радой. Хвост колонны еще на километр спускается на Грушевского. Организаторы говорят, что привели к парламенту 20 тысяч человек. Здесь они огласили власти ультиматум: прекратить торговлю с оккупированными территориями, не принимать закон про выборы на неподконтрольном Донбассе, продлить мораторий на продажу земли и прекратить ценовой и тарифный геноциды. Запам'ятайте собі, або ви ставите національні інтереси вище своїх приватних кишень, або забирайтеся геть. Ми за вибори і парламенту, ми і за президентські вибори, ми за повне перезавантаження влади. З вашого дозволу, я піду і зачитаю наш ультиматум. І скажу, що для них все тільки починається. Так як почалося в 13-му для Януковича. В ожидании ответа из Рады на площади зажгли фаеры. Слава Україні! Слава нації! Україна! Выступление нардепа Андрея Белецкого в Раде транслируют на большом экране. Через полчаса парламентеры рассказали о реакции депутатов. Завдяки нашій і вашій, перш за все, тут присутності, сьогодні, саме зараз, було голосування, результатом якого є амністія учасникам російсько-української війни. Закончился митинг исполнением гимна Украины. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР.